Здравствуйте, дорогие учителя! Сегодня очень важная тема – подготовка к итоговой аттестации. Мы сегодня постараемся раскрыть результаты ОГЭ 17-18 года учебного, типичные ошибки, результаты ЕГЭ, типичные ошибки. Ну и, конечно, очень важным является система контрольно-оценочной деятельности в течение всего учебного года. Надо отметить, что результатом любой деятельности сегодня учителя является, конечно, прежде всего то, как учащиеся завершат свой учебный год, и не только год, а выполнят задания по учебному предмету география. Конечно, не все учащиеся проходят через эту систему. Наш экзамен является все же экзаменом по выбору, но тем не менее в последние годы увеличивается количество учащихся 9 класса, которые сдают географию. Ну а то, что по 11 классу количественный состав остается примерно на одном и том же уровне, около 4%. Но и тем не менее, вы прекрасно понимаете, что это результат работы и ученика, и учителя. Поэтому как подготовиться к этой итоговой аттестации, вот мы с вами сейчас и начнем нашу работу. Я предоставляю слово по первому вопросу Селявко Виктории Владимировне. Она учитель и завуч МАУ СОШ номер 38 города Сыктывкара. И первый очень важный вопрос, она также председатель по этому предмету, по 9 классу, по Республике Коми. Ну и, как говорится, никто другой может детально раскрыть этот первый вопрос. Пожалуйста, Виктория Владимировна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю вашему вниманию методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету география 2018 года. Сначала посмотрим, как изменяется количественный состав участников основного государственного экзамена за последние 3 года. Обратите внимание на 2016, 2017, 2018 учебный год. И мы видим, что наш предмет довольно много учащихся 9 классов выбирают, и постоянно растет их количество. Надо сказать, что в этом учебном году количество участников, выбравших экзамен по географии в 9 классе, больше, чем в прошлом году, примерно на 400 человек. То есть мы с вами наблюдаем динамику положительную. Наш предмет достаточно популярный, как предмет по выбору в 9 классе. Если проанализировать процент юношей и девушек, то традиционно количество юношей, которые выбирают экзамен по географии в 9 классе, больше, чем количество девушек. И обратите внимание, что процент более 50% юношей и девушек менее 50%. Но вот в динамике количество девушек становится больше за последние 2 года, которые тоже предпочитают сдавать экзамен по географии. Проанализируем количество участников по типам образовательных организаций. Ну, понятно, что выпускники средних образовательных школ составляют большую часть всех выпускников, которые выбирают экзамен по географии. Ну, а также есть участники ОГЭ, которые являются выпускниками основных образовательных школ, также школ средних с углубленным изучением отдельных предметов. Также сдают географию в 9 классе и выпускники гимназий, выпускники лицеев, выпускники школы-интерната, выпускники вечерней общеобразовательной школы, выпускники основной общеобразовательной школы-интерната и другие средние образовательные организации. Предлагаю вашему вниманию таблицу, которая отражает динамику результатов ОГЭ по географии за последние 3 года. Итак, обратите внимание, что в 2016 году количество учащихся, получивших неудовлетворительную отметку, очень высокое. Но это связано с тем, что в 2016 году впервые экзамены по выбору
должны были сдать все учащиеся в обязательном порядке, и этот экзамен не влиял на получение аттестата. В 2016 году только надо было выше, чем на удовлетворительно сдать экзамен по русскому языку, по математике. Остальные предметы были, нужно было сдать обязательно, но не влияли на выдачу аттестата. Ну а теперь посмотрим 17-18 год. И вот здесь мы видим, что все-таки есть учащиеся, которые получают отметку неудовлетворительно. В 2018 году их чуть-чуть больше. Но это связано и с тем, что количество все-таки и участников ОГЭ тоже было больше. Потому что если мы с вами посмотрим уровень обученности, то всего лишь на 0,53% учащихся, которые получили оценку неудовлетворительно, больше. Но если обратить внимание на качество обучения, да, то мы видим, что процент качества растет. Это достаточно хороший результат, динамика по качеству положительная, значит, количество выпускников, которые имеют хорошую подготовку по географии и выбирают экзамен по географии в 9 классе, становится больше, что, в общем-то, довольно приятно для учителей географии. Ну а теперь я предлагаю вашему вниманию анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по географии. Хочу сначала представить вашему вниманию те задания, за которые наши учащиеся получили максимальный процент, или, скажем, которые выполнили большинство учащихся правильно. Ну вот, например, задание номер 10. В целом, в среднем по региону выполнили 89,12% учащихся. Это задание выполнили лучше всего все ученики, те, которые имеют хорошую подготовку, и те, которые имеют слабую подготовку. Учащиеся, которые получили отметку 2 за экзамен по географии в 2018 году, это задание выполнили тоже лучше всех. Ну, то есть 55,7% – это самый высокий процент выполнения среди данных участников экзамена. Обратите внимание, что в 10 задании проверяется умение понимать проверяется понимание географических явлений и процессов в геосферах. И я предлагаю вашему вниманию это задание. Здесь представлена синаптическая карта. Да? Надо было узнать, какой из перечисленных городов находится в зоне действия циклона. Учащиеся понимают, что циклон относится к области с низким давлением, да. А антициклон к области с высоким атмосферным давлением. Еще одно задание, которое имеет также высокий уровень усвоения, более 80% по среднему проценту выполнения по региону, выпускники продемонстрировали при выполнении задания номер 11. И это тоже больше, чем в 2017 году на 1,4%. Обратите внимание, что здесь проверяется умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли. Задание базового тоже уровня сложности. И вот оно перед вами. Это синаптическая карта, где учащийся должен сделать прогноз на следующий день, да, то есть определить вероятность существенного потепления, в каком городе будет выше. То есть учащиеся понимают, что после прохождения теплого фронта наступает потепление, после прохождения холодного фронта наступает похолодание. Задание номер 2. Справилось 86% учащихся, на 10,6% больше, чем в 2017 году. Это задание тоже базового уровня, проверяет знание специфики географического положения России. Учащиеся показали свое умение использовать географические карты для решения данного задания. И перед вами представлено задание, где нужно определить, да, с какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую границу. Так. 5 задание тоже выполнили хорошо. 85,5% учащихся справились с этим заданием. И это больше на 14,6%, чем в прошлом учебном году. Проверяет данное задание знания и понимание особенностей основных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и районов. Задание базового уровня сложности. Обратите внимание, что только учащиеся, которые получили за экзамен 2,
выполнили это задание на критическом уровне, остальные учащиеся выполнили на допустимом уровне, а хорошо подготовленные дети и на оптимальном уровне. И перед вами задание, чтобы вы понимали, да, вспомнили, что собой представляет данное задание. То есть здесь нужно выбрать регион, где угледобывающая промышленность является одной из основных отраслей хозяйства. Еще одно задание выполнили более 80% учащихся, это задание номер 7. На 9% больше учащихся справилось с этим заданием, чем в 2017 году. Проверяется знание и понимание особенностей населения России, задание тоже базового уровня. И в этом задании, напоминаю, да, надо определить среднюю плотность населения, в каком из перечисленных регионов она наибольшая. Еще одно задание, которое в прошлом году учебном выполнили учащиеся плохо, и мы были очень удивлены этому обстоятельству. В 2018 учебном году с данным заданием справились 83,79% учащихся, на 34% больше, чем в 2017 году. Задание базового уровня, и поэтому, когда мы составляли анализ результатов ОГЭ 2018, конечно, было очень удивительно, что это задание в 2017 году было выполнено так плохо. Здесь нужно расположить показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста от самого молодого до самого древнего. А сейчас я предлагаю вашему вниманию те задания, которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся в 2018 году. Традиционно это задание номер 15, задание, которое требует развернутого ответа от учащихся и выполняется на бланке ответов номер 2. В 2018 году средний процент выполнения составил 11,16. При этом данный результат на 40% хуже, чем в прошлом году. То есть в прошлом году с этим, не в прошлом, а в 2017 году, да, с этим заданием справилось 51,16%, а вот в 2018 году всего 11%. Конечно, очень мало. Да, это задание высокого уровня сложности, и обратите внимание, что участники, которые получили отметку 2, ни один не справился в 2018 году с этим заданием. И даже хорошо подготовленные участники, это те, которые имеют 4,5 за экзамен, только 18% выполнили это задание. Проверяет данное задание умение объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, знание и понимание природных и антропогенных причин возникновения геоэкологических проблем. И я вашему вниманию предлагаю данное задание, чтобы вы вспомнили, да, в чем заключается суть. Значит, дается сначала текст, в котором описывается территория, или там какое-то событие, и затем вопрос. Значит, в случае аварии на нефтепромыслах или при крушении танкеров возможно попадание большого количества нефти в воды Северного моря. Каковы возможные отрицательные последствия нефтяного загрязнения Северного моря? Назовите 2 последствия. Учащиеся все-таки никак еще пока не могут данные задания выполнять полностью и все. Еще одно задание, выполненное на критическом уровне, задание номер 23. Тоже задание высокого уровня сложности, проверяет знание и понимание особенностей основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов. И это задание также требует развернутого ответа. Но вот с этим заданием слабые участники смогли справиться. Правда, справилось только 1,6% таких учащихся. Но и участники, которые имеют 4,5, немногие могут выполнить это задание. Около 25% только. И вот в качестве примера задание 23 я вам предлагаю посмотреть. Сокольский деревообрабатывающий комбинат первым в стране освоил технологию производства клееного бруса. Проектная мощность завода 100 тысяч метров кубических клееной древесины в год. На сегодняшний день это одно из самых крупных предприятий в России по производству клееного бруса и балок. Задание. Вопрос. Какая особенность природно-ресурсной базы Вологодской области способствует бесперебойному снабжению предприятия по производству клееного бруса и балок необходимым сырьем? Какие ошибки допускают учащиеся? Почему они не могут выполнить данное задание? Очень часто, когда мы читаем ответы
когда эксперты читают ответы, то наблюдают следующее, что ученик переписывает часть текста, который предлагается перед заданием, пытается найти ответ в самом тексте, чего делать, конечно же, не надо, потому что зачастую в тексте дается уже та информация, о которой писать в ответе совершенно нет необходимости, то есть переписывать текст не надо. Далее, учащиеся, выполняя данное задание, не очень понимают, что значит особенность природно-ресурсной базы. И вот пока это умение, вот понимание, оно не выработано у наших детей, не понимают особенность ЭГП, не понимают особенность хозяйства, не понимают особенность сельского хозяйства. То есть вот это непонимание приводит к тому, что ребенок не знает, что писать в ответе. Он просто переписывает текст, чтобы хоть что-нибудь написать. Поэтому даже сильные учащиеся как-то не очень хорошо выполняют данное задание. Конечно, сложность задания номер 23 бывает разной. Есть попроще. Вот особенность сельского хозяйства все-таки лучше учащиеся описывают, потому что если они читают о производстве, допустим, муки, то многие все-таки догадываются о том, что муку производят из зерна, а значит, особенность сельского хозяйства – это выращивание зерновых культур. А вот если речь идет об алюминиевом заводе, то, например, какая особенность хозяйства, да, способствует размещению алюминиевого завода там в том-то ином месте, то здесь уже возникают сложности, потому что не все учащиеся помнят, что для производства алюминия необходимо большое количество дешевой электроэнергии. Вот такого рода ошибки допускают ученики при выполнении задания номер 23. Еще одно задание, которое вызывает трудности, это задание номер 27. Его выполнили только 46,5% участников, но это все-таки на 18% больше, чем в 2017 году. Задание повышенного уровня сложности проверяет умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли. И вот я предлагаю вашему вниманию пример этого задания. Дана климатическая карта, дана климатограмма. Надо прочитать климатограмму и определить на карте пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме. Задание, конечно, непростое. Здесь все-таки надо не только правильно прочитать климатограмму, но все-таки понимать особенности климата территорий, которые находятся в разных, скажем так, частях Земли. Да? Поэтому с этим заданием справляются не так много учащихся. Какие здесь ошибки допускают ученики? Очень часто определяют температуру не по графику хода температур, а по столбчатой диаграмме, которая как раз показывает именно осадки, да, по месяцам. И не могут соотнести температурный режим с режимом выпадения осадков и применить эти знания именно к климатической карте. То есть не понимают. Им кажется, если осадков много, то все, уже точка найдена. Но здесь надо все-таки еще температурные особенности смотреть. И еще ошибку какую допускают. Не могут по графику хода температуры определить, это северное полушарие или это южное полушарие. Вот это надо отработать с учащимися. То есть, чтобы они уже по графику видели, какие точки на карте нужно убрать точно. Что график отражает все-таки, да, точка в северном полушарии или в южном полушарии. Еще одно задание, с которым справилось только примерно 31% выпускников, задание номер 30. Но в 2018 году этих выпускников было на 11% больше, чем в 2017 году. В этом задании проверяется умение выделять существенные признаки географических объектов и явлений. Оно повышенного уровня сложности, конечно же, требует от ученика внимательно прочитать текст, в котором дается описание страны или субъекта Российской Федерации, и, конечно, выделить признаки, которые характеризуют конкретный там регион. И вот я предлагаю вашему вниманию задание, да, определи страну по ее краткому описанию. С этим заданием пока традиционно на протяжении последних 3 лет учащиеся плохо справляются. Все-таки неумение читать, неумение
анализировать вот текст, неумение выделять из текста существенные признаки, оно все-таки пока на сегодняшний день представлено. Существует, да. Угу. Еще есть, да. 9-е задание повышенного уровня сложности. Тоже на критическом уровне выполнено, но лучше выполнили, чем в 2017 году. Так, я вашему вниманию предлагаю сразу задание. Здесь нужно определить величину миграционного прироста населения за 2010 год, например. Путают прибывшие, значит, не помнят, как вычислять, может быть. Бывает это задание представлено в виде таких графиков, бывает оно представлено в виде диаграмм, таких вот горизонтальных. Может быть, если с графиками это задание лучше выполняется, но если диаграмма горизонтальная, то хуже выполняется. И еще есть такая особенность. Вот в прошлом году, в 2018 году, когда просматривала я веер ответов, то заметила, что учащиеся, когда вычисления производят на калькуляторе, тысячи отделяют запятыми. То есть калькулятор выдает, например, такой результат: 9585, точка, ну и там дальше десятые, сотые и так далее. Ребенок округляет, но вот эту запятую, которая отделяет 1000, он ее тоже выставляет в бланк ответа. То есть необходимо объяснить ученикам, что тысячи отделять запятой не надо. То есть это неправильно будет. Поэтому на это нужно обратить внимание, конечно. Вот. Задание 14. Пока все еще на критическом уровне. Умение определять по карте географические координаты не достаточно хорошо сформировано. Вероятно, это связано с тем, что мы в 9 классе это задание предлагаем выполнять ребятам очень редко. На этом я завершаю свое выступление. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи при подготовке учащихся к основному государственному экзамену. В 9 классе это достаточно напряженная работа, потому что таких желающих сдавать экзамен очень много. Все, на этом все. Спасибо. Итак, второй вопрос у нас: результаты ЕГЭ в 2017-2018 учебном году, типичные ошибки. Я постараюсь очень коротко остановиться на этом вопросе. Ну и прежде всего, вы знаете, что практически вот сейчас недавно несколько учащихся, в малом, правда, в количестве, досрочно сдали уже единый государственный экзамен. Но основная масса еще будет сдавать чуть позже. Как мы видим здесь, на этом слайде, количество учащихся, которые сдают ЕГЭ, остается небольшим. В 2016 году, вы видите, 220 человек, в 2017 году 160 человек, в 2018 году 181 человек. Ну и примерно в процентном отношении мы видим, это около 4%. В 2017 году такой был небольшой провал. Это было всего лишь 3,36%. Такое малое количество, вы прекрасно понимаете, с чем оно связано. Это связано с тем, что наш предмет не востребован при поступлении в высшие учебные заведения. И вот эта причина, которая и прежде всего определяет то, что такое малое количество сдает наш удивительный, замечательный предмет географию. В сравнении в процентном соотношении юношей и девушек, как и по 9 классу, больше юношей сдают. Если 17-й год, там почти 65% сдавали мальчики, и очень малая доля была девушек. Но это определяется тем, что наш предмет теснейшим образом связан с практическим, конечно, применением и имеет математическую основу. И вот это как раз и определяет то, что выбор остается в большем количестве за мальчиками. Ну и, наверное, при поступлении в военные, такое направление, метеорологическое направление, где все же мальчики более востребованы. Но если посмотреть количество участников ЕГЭ в регионе по категориям,
Но основная масса – это выпускники текущего, конечно, года. Ну, а прошлых лет и так далее остается в небольшом количестве. По городам и районам мы видим здесь лидируют те, численность которых значительно больше, и поэтому мы видим здесь Сыктывкар, 46 человек, ребят, которые сдавали 25,41. На втором месте вы видите Печора и так далее. Есть, соответственно, районы, где количество 1 человек или где вообще не сдавали. География была не принята. Основные результаты ЕГЭ по предмету, они следующие. Вот мы видим здесь, очень наглядно. 72 участника выполнили в интервале 60-69 баллов, 48 в интервале 50-59, 40 участников в интервале 40-49. Вот именно в интервале 40-69 это основная масса. Хорошо, что там мы видели, что очень мало те, кто мало баллов набрал. Уж не будем возвращаться туда. Ну и есть те, которые участники, которые набрали большое количество баллов в интервале почти до 100 баллов. Не преодолели минимального балла в 2016 году 16, в 2017 11, а в 2018 6. Как мы видим по этому показателю, уменьшается количество участников ЕГЭ, которые не преодолели минимального балла. И по сравнению, посмотрите, с 2017 годом, это почти в 2 раза этот показатель. Средний тестовый балл в 2016 году 57, в 2017 году 55,82, и в 2018 году снова рост среднего балла 58,29. Получили в интервале до 100 баллов от 21 балла 14, 5, 12. Мы видим здесь по сравнению с 2017 годом есть рост, но с 2016 годом еще отстает, год 18. 100 бальников в 2016 году было 2 человека, в 2017 году ни одного 100-бальника не было, в 2018 году 1 100-бальник. Так что это нас радует, что 100-бальники у нас есть. Говоря об анализе контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по учебному предмету география, на протяжении уже длительного времени определены основные разделы школьного курса географии, подлежащие проверке. Это источники географической информации, природа Земли и человек, население мира, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России. Но большее количество заданий – это по географии России. Это неудивительно, потому что в 8 и 9 классе на протяжении 2 лет ученики изучают географию России. Остается высокая доля также заданий, связанных с экологизацией нашего предмета. В каждый комплект КИМ включены справочные материалы, это контурные карты, политическая мира, вот она перед вами карта, где указаны страны, мы видим их тут очень наглядно, и при выполнении ряда заданий они могут обратиться к этой карте политической, но не указаны здесь столицы. Ну и федеральное устройство России, тоже контурная карта. Все субъекты Российской Федерации тут прекрасно представлены, без их центров и столиц. Это тоже является важным таким моментом в работе учащихся при выполнении единого государственного экзамена. Экзаменационная работа в настоящее время состоит из 2 частей и включает 34 задания. Они различной формы, уровнем сложности. 18 заданий базового уровня, 10 заданий повышенного уровня, 6 заданий высокого уровня. Надо сказать, что соотношение этих заданий меняется по годам и не остается постоянным. Это чтобы вы знали. Но если еще заглянуть еще ранее, то вы помните, наверное, экзаменационная работа состояла из 3 частей. Части А, Б и С. Часть А, которая связана
была с определением из 4 предложенных, она сегодня убрана, потому что хватит играть в так называемую угадайку. На задание базового уровня приходилось 47% максимального первичного балла за выполнение всей работы. На задание повышенного высокого уровня 30 и 23 соответственно. В работе заданий с кратким ответом 27, заданий развернутым ответом 7. Но это задание прежде всего части 2. Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом, из них 18 заданий базового уровня, 8 повышенного и 1 задание высокого уровня сложности. В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом. Задания, требующие записи ответа в виде числа, например, азимута или расстояния. Задания, требующие записи ответа в виде слова, например, указать там Курская область или какая-то еще другая. Задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик. Задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответов из предложенного списка. Это сегодня оно у нас дошло до 2 заданий. Задания с выбором несколько правильных ответов из предложенного списка. Иногда в отдельных случаях пишется, что 3 укажите, а иногда не указывается. Задания с выбором нескольких правильных ответов. Задания на установление правильной последовательности. Ну и, конечно, ответами к заданиям части 1 являются цифра, число, последовательность цифр или словосочетаний. Таким образом, конечно, задания очень разные. Говоря о характеристике КИМов части 1, мы видим, что все они определены в 3 основные группы умений и способы действий. Первое требование знать и понимать. Это число заданий части 1 14, мы видим, а количество баллов 17, потому что некоторые задания оцениваются не в 1, а в 2 балла. Требование следующее, второе, уметь 11 заданий части 1, а количество баллов 14. Вы тоже тут видите, несколько заданий оцениваются в 2 балла. И третье, требование использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. Таких заданий 2, и количество баллов тоже 2. Итак, мы уже говорили, что 27 заданий, а количество баллов, которые можно набрать в первой части, выполнив целиком и правильно, это 33. Что касается следующего типа и сложности заданий, мы уже говорили, оцениваются они разным количеством баллов, но и каждый год вносятся небольшие изменения. Вот мы видим здесь по прошлому году внесены несущественные корректировки в систему оценивания отдельных заданий с кратким ответом. Максимальный балл за выполнение заданий 3, 11, 14, 15 был увеличен до 2, а максимальный балл за выполнение заданий 9, 12, 13, 19, наоборот, уменьшен. И вот это, соответственно, просматривается каждый год в зависимости от выполнения учащимися. Если рассмотреть уже и коснуться анализа результата выполнения отдельных заданий, то мы видим здесь по виду деятельности знать и понимать. 70% задания и более выполнены номер 6, номер 10. Вы в скобочках видите процент выполнения. Шестое 70,1%. Десятое задание 73,2%. Более чем на 60% выполнены задания 2, 12, 8, 18, 23, 9, 3, 5. И это, конечно, нас радует. Далее. Но следующая группа заданий, этой же группы заданий знать и понимать, более 50. Вот мы видим номер 4 и номер 14. Но и ниже выполнено задание номер 9. Ниже, чем на 50%, 47. Анализ результатов по виду деятельности уметь 88,66%
в задании номер 1, более чем 75% задания 15, 21, 22, более чем на 70% в задании выполнено номер 16, ну и очень низкий результат выполнения заданий 24-го 45,88%. Ну, в нем проверялось умение определять страну по краткому описанию. Вот то умение, которое и в 9 классе проверяется, там мы тоже видели страну, Япония, по всей видимости, там она была, но там физгеографические показатели, вытянутость страны, островное положение, слабость природно-ресурсной базы, полезного ископаемого и так далее, то здесь вы понимаете, что характеристика страны, кроме физгеографического, еще будет включать эконом-географическое положение, может быть включено, форму правления и многое другое, а также и специализацию страны. Поэтому вот оно тянется еще и недопонимание. Ну, понятно, что в мире большое количество стран, и знать все страны – это очень-очень сложно. По виду деятельности использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни уровень выполнения всех этих заданий остается на высоком уровне более чем 80%. Это говорит о практикоориентированном процессе преподавания все же географии. Часть 2 содержит 7 заданий, в первом из которых необходимо правильно построить профиль, а в остальных 6 дать развернутый ответ на поставленный вопрос, сделать необходимые математические вычисления. Все задания части 2 в 2018 году при правильном их выполнении оценивались 2 балла. Как и в 2017 году, часть 2 содержала 2 задания повышенного уровня сложности и 5 заданий высокого уровня сложности. Так, ну и мы видим здесь с вами, что в части 2, например, источники географической информации были в задании 28 и 30, ну в разных вариантах, это вы понимаете, что они могли бы быть разными. 28 – это построение профиля, и поэтому источник географической информации – карта. А 30-е задание – это статматериал, допустим. Природа Земли и человек в задании 29, 30, 32. Население мира задание 29, мировое хозяйство 29, 31. Природопользование и геокология задание 30, география России 29, 33, 34. Это я говорю в разных вариантах, разный набор вот этих разделов включен. Ну и по основным умениям, которых мы уже прекрасно с вами знаем, и делятся они на 3: знать и понимать число заданий – 1, требование уметь 5 заданий и, соответственно, 1 задание использовать требование к использованию приобретенных знаний, умений в практической деятельности. Ну, как уже было сказано выше, все задания оценивались в 2 балла, то есть максимум 14 баллов. Как мы видим по данной диаграмме, средний процент выполнения заданий части 2. Сравните, пожалуйста, год 17 синим отмечен, а год 18 отмечен розовым, таким красным цветом. Мы видим провалы в некоторых заданиях. В 28-м, посмотрите, провал. В 30-м задании хуже справились. В задании 32-м тоже хуже справились по сравнению с предыдущим годом. Но есть задания, в которых справились лучше в 2018 году и намного. Рассмотрим типичные ошибки и остановимся только на некоторых. Понятно, что нет возможности все задания рассмотреть. Задание 19. Выполнение 40,4%. Оно требование такое, особенности отраслевой территориальной структуры мирового хозяйства, размещение. Ну вот давайте посмотрим. Пример. В каких 3 из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС,
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны. То есть ученик должен указать только 3 страны. Понятно, что здесь он должен знать, какие страны обладают большими ресурсами нефти, газа, угля прежде всего. Поэтому и выбор должен пасть на эти государства, такие как Кувейт, Россия и Саудовская Аравия. 24-е задание. Вот мы видим выполнение 48,9%. Оно уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений. Вот как раз по краткому описанию должны определить. Страна полностью расположена в западном полушарии, а для этого имеется карта, поэтому они выходят на западное полушарие. Страна имеет выход к 3 океанам, только 2 страны имеют выход к 3 океанам. Видите, круг сужается в учте ученика. Это Канада и Соединенные Штаты Америки, 3 океанам. Остальные имеют выход к 1 океану, и даже выхода нет, вы знаете. Государства Латинской Америки есть, которые выход не имеют. На материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и 3-й по численности населения. Понятно, по территории они должны знать крупнейшие страны, по списку идут, начиная от России, допустим, по территории и так далее. Поэтому сразу же непосредственно уже отметаются Соединенные Штаты Америки и остается Канада. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении труда она является поставщиком продукции горнодобывающей, а именно горнодобывающей хорошо развита в Канаде. Машиностроение, металлургия, топливная, химическая, лесная промышленности. Посмотрите, а также сельское хозяйство. Сельское хозяйство, да, Канада по выращиванию многих культур, особенно зерновых, является поставщиком во многие государства мира, в том числе и нашу страну. Да. Далее, следующее задание 32-е, выполнение 19,8%. Это вообще, как говорится, за гранью. Вы прекрасно понимаете. Необходимо здесь уметь знать, понимать географическое следствие движения Земли, определять географическую долготу пункта расстояния. Но то, что, конечно, здесь и географические ошибки встречаются, и непонимание, потому что эти темы проходят сегодня в 5 классах движения, в 6 классах, и больше мы нигде об этом не говорим. Ну вот для примера, для вас тут задача приведена. Определите географическую долготу пункта, если известно, что 23 часа по солнечному времени Гринвичского меридиана, местное солнечное время в нем 0 часов 20 минут. Следующих уже указано суток. Запишите решение задачи. Первым делом необходимо определить разницу во времени, да? Разницу во времени. Так, 1 час 20 минут. Разница в долготе, мы видим здесь с вами, 1 час 60 минут, это 15 градусов. Земля поворачивается. Ну, а 20 минут, это можно составить пропорцию и определить, что это есть не что иное, как 20 градусов. Будет в конечном итоге, да? Это один из способов, да? То есть 20 минут – это 1/3 часа. 1/3 часа. Ну и можно, конечно, и системой построения небольшого чертежа выйти на определение и определить, где пункт расположен. Для этого нужно быть очень внимательным к чтению и определить, где находится пункт. Если время в пункте больше времени на Гринвичском меридиане, значит пункт расположен в восточном полушарии. Вот на это вы должны обратить внимание и наоборот. Но да, следующее задание, которое непосредственно появилось в прошлом учебном году, до этого не было, с подобным заданием
мы отрабатываем при изучении координат. Видите, с корабля, находящегося в точке с координатами 3 градуса северной широты, 80 градусов восточной долготы, поступило радиосообщение о неисправности двигателя. Какое расстояние в километрах до неисправного судна пройдет ремонтный корабль из порта Галия, 6 градусов северной широты, 80 градусов восточной долготы, если известно, что он будет идти строго по меридиану, а неисправное судно остается в той же точке, куда было передано сообщение. Ответ округлите до целого числа, запишите решение задачи. Обратите внимание, здесь мы видим, что одна точка 3 градус северной широты, а другая 6 градус северной широты. Они расположены на одном меридиане, 80 градусов восточной долготы. Ну и тут прекрасно они должны понимать и знать, что по меридиану 1 градус долготы равен 111,1 километра. Даже можно 1,1 и отбросить. Вычислив разницу, как вы видите в первом пункте в алгоритме решения расстояния в градусах 3, и 3 умножаем на 111 и получаем 333,3 километра. Вот обратите внимание на это задание. Еще раз вернитесь, пожалуйста, к самой задаче. В одних заданиях дается, что указана первая точка и вторая точка, координаты этих точек, а необходимо определить расстояние. В других заданиях дается только первая точка и указывается расстояние, и направление к северу или к югу, а определить необходимо уже координаты второй точки, где находится ремонтный корабль. Как вы все прекрасно понимаете, подобные задания мы активно используем в 7 классе при изучении географии материков и океанов, когда определяем крайнюю точку северную, крайнюю точку южную, протяженность с севера на юг, с запада на восток, по тому или другому меридиану и по тому или другой параллели. Вот посмотрите, пожалуйста, как это задание появилось у нас в прошлом году. Мы не знаем, будет оно в этом году или нет, но вот на это тоже обратите внимание. Так, задание 30-е, 41,8%. Проверяемое требование умения использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности повседневной жизни для анализа карты, оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных компонентов, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из пространственно-временного их развития. Ну и для примера мы видим здесь с вами, да, определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте мира в июне, количество суммарной солнечной радиации на 1 сантиметр квадратной земной поверхности больше. Для обоснования вашего ответа приведите 2 довода. Мы тут видим точку Б и точку А. Точка А на экваторе, точка Б находится практически на северном тропике. Так, дата, которая здесь дана, это июнь месяц, а солнечные лучи, ответственно, в полдень попадают на северный тропик, то, соответственно, ученик должен выбрать пункт Б. И угол падения будет больше, и продолжительность светового дня больше, и прозрачность воздуха больше, но 2 из них правильных уже принимаются за 2 балла. Не обязательно указывать все 3. Итак, мы тоже, соответственно, я тоже вам желаю хорошей подготовки учащихся, но прежде всего прекрасно знаете, там, где можно в процессе, в учебном процессе приводить примеры из единого государственного экзамена, из заданий, отрабатывать их, изучаете страны, приводите примеры, например, изучаете вопросы, связанные, и вот уделяйте на уроках географии хотя бы несколько минут заданиям именно этой группы, потому что
даже если сдают так мало человек, как мы уже сказали, и количество их остается не таким большим, и такое большое количество сдают, и вы прекрасно знаете, и по России примерно такой же процент участников. Но это уже не наша причина, как говорится, а то, что когда будут принимать учебные заведения, может, география и роль возрастет. Но тем не менее, даже если очень мало этих детей, все равно нужно вкладывать в них эти умения отвечать на вопросы четко, правильно, потому что за учеником стоите вы, прежде всего, учителя. И поэтому, конечно, очень радостно, когда ученик выполняет на 100 баллов, и наоборот, очень печально, когда ученик показывает такой низкий результат. И это, конечно, выходит и на учителя прежде всего. Потому что, еще раз говорю, каждый ученик – это прежде всего учитель, это соответствующая школа конкретная, это соответствующий район или город, это, соответственно, наша республика. Поэтому от подготовки каждого из учеников зависит и общий результат по республике Коми. Надо отметить, что республика Коми по географии сдает выше, чем другие субъекты Российской Федерации, и это хотя бы нас немного дорадует. Так что успехов вам, остается времени мало, приложите все силы на подготовку. Ну и переходим к следующему вопросу, да? И приглашаем сюда Нестерову. Ой, тут почему-то вы ошибку допустили. Ларису Владимировну. Надо сказать, что у Ларисы Владимировны очень часто ученики сдают на 100 баллов. Это прошлый год. 12-й, 13-й год. 13-й год. 12-й год. Да. И в этом году наш Гоша, который является призером Олимпиады. Так что мы, конечно, очень рады, что этого учителя, завуча, кроме того, технологического лицея, очень высокий результат. Спасибо, Надежда Васильевна. Добрый день, коллеги. Ну, собственно говоря, я всегда говорю, что ничего не случайного в жизни не бывает. Собственно говоря, от тех результатов, которые мы наблюдаем ежегодно в ОГЭ и в ЕГЭ, мы, собственно говоря, получаем некие проблемные моменты, как раз-таки связанные с контрольно-оценочной деятельностью. Вообще, это понятие, оно существовало давно, но именно в таком ракурсе мы его получили с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. С чем это связано, собственно говоря? Поскольку стандарт предъявляет требования к 3 результатам: метапредметным, личностным и предметным. И вот, собственно говоря, контрольно-оценочная деятельность, она позволяет нам с вами определить, правильно ли мы с вами организуем учебные действия ученика, весь образовательный процесс на достижение планируемых результатов. Но прежде чем получить планируемый результат, мы должны продумать то предметное содержание и те предметные умения, которые мы с вами будем формировать на каждом уроки, и выбирать под это предметное задание типовые учебные задачи. Я хочу сказать о том, что вот это наболевшая проблема, хотя, собственно говоря, у нас, говоря старым языком, инновационная образовательная организация, но все мы живем на планете Земля в условиях российского образования, и есть некие сложности и у учителей-стажистов, и у молодых учителей в понятии, что такое контрольно-оценочная деятельность. Как мы с вами умеем работать, новое требование работы с текстом, работа собственно говоря, с понятием, поработаем с вами с основными понятиями содержания контрольно-оценочной деятельности. Итак, начнем с того, что такое контрольно-оценочная деятельность. Собственно говоря, это деятельность по контролю и оценке, сложное прилагательное, контрольно-оценочная деятельность. Что контролирует и оценивает? Оценивается сам процесс, то есть ход и результат этого процесса. Это понятно. Разберем теперь эти 2 составляющих – контроль и оценка. Что такое контроль? Это процесс сравнения. Что мы с вами сравниваем? Мы сравниваем ход нашего учебного процесса и результат, который мы, собственно говоря, получили, с некими критериями или требованиями.
Где мы с вами видим эти требования? Требования мы с вами свои видим, собственно говоря, в рабочих программах учебных предметов и, собственно говоря, в образовательной программе. Теперь, что такое оценка? Оценка – это выражение результатов контроля степени соответствия, да, усвоенных теоретических знаний, практических умений, навыков, да, в соответствии с требованиями освоения вот этой рабочей программы. Ну и, собственно говоря, если мы с вами понимаем, да, что такое контрольно-оценочная деятельность, мы с вами можем выстроить некие 3 главных шага в создании, да, тех контрольно-измерительных материалов для оценки. Итак, первый шаг. С чего мы начинаем? Вот мы смотрим с вами на свою рабочую программу учебного предмета и должны с вами определить прежде всего теоретические знания. На каждом уроке, как бы он ни звучал, у нас с вами есть понятие теоретические знания. Выбрали, да, из предметного содержания. Теперь в плане предметных требований, да, предметных результатов у нас с вами начинаются некие умения с глагола определять, применять, использовать, знать и так далее. Да? Неважно. Здесь мы сейчас остановимся, собственно говоря, с теми уровнями заданий, да, предметных заданий, предметных результатов, которые, собственно, проверяются и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Да? Мы будем с вами сейчас пользоваться, собственно говоря, таксономией педагогических целей, ну, проще говоря, умений или действий по Блуму. И третий шаг, когда мы, собственно говоря, результаты выявили, мы под них создаем некие конкретные задания. Итак, вот, собственно говоря, те базового уровня задания из ОГЭ и ЕГЭ – это знание и понимание. Знание, ну уж простите, я все-таки приверженец советской методической школы, никуда мы от теории не денемся, мы с вами должны формировать знаниевый компонент, то есть он знает и понимает содержание каждого термина. Что такое климат, что такое рельеф, что такое валовый внутренний продукт и так далее и тому подобное. Что такое второй шаг? То есть знание – это база, первая ступенька в лестнице учебных действий. Если он знает, он должен это понимать. Что значит понимать? Он может преобразовывать текстовой материал в графический, схемы, диаграммы, таблицы или же наоборот. То есть вот этот графический материал, да, используя некий графический материал, помню, как сейчас 5-6 класс топографическая карта, да, составьте словесный рассказ, куда Маша или Красная Шапочка шла по топографической, через что ей пришлось пройти, неся пирожки к бабушке. Следующая ступенька, третья, это применение и анализ. Вот он по ФКГО, собственно говоря, использует. Да? Собственно говоря, он умеет определять по описанию страну, субъект Российской Федерации. А вот самое сложное – это задание по высокого уровня, это анализ и синтез. Если мы говорим о ЕГЭ и ЕГЭ, это, собственно говоря, вот выбор, условно говоря, определение, да, естественного прироста в ЕГЭ, определение, допустим, участка на ОГЭ, да, участок, где будет наблюдаться больший процент эрозии, больший фактор, да, размыва и так далее. Сложно, да, ну и вот вернемся теперь, раз у нас контрольно-оценочная деятельность, что мы, собственно говоря, на каких уровнях мы эту контрольно-оценочную деятельность проводим. Да? Ну, во-первых, для получения информации. Он может быть у нас устный, письменный, практический. Ну, устный – это у нас с вами должен начинаться каждый урок с устного опроса. Господин у нас, ну, ученик у нас выходит к доске, где висит географическая карта. Используя эту информацию, он нам, собственно говоря, рассказывает о том, что он понимает и знает по определенной теме. Письменные, вы проводите некие письменные, да, ну и практические работы всем нам известны. Если мы говорим по месту в процессе, вот в образовательном процессе
вот этой контрольно-оценочной деятельности, это может быть предварительный, да, или стартовый, мы называем его мониторинг, текущий, промежуточный и итоговый. Ну, собственно говоря, я сейчас буду все-таки больше говорить о промежуточной аттестации, поскольку я еще замдиректора, по, значит, составлению контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации в виде, допустим, или в форме итоговых, ну или как мы раньше называли, годовых контрольных работ. С чего мы начинаем? Итак, первый шаг. Мы берем предметное содержание. Что такое по ОП? Это мы основы берем: примерная, основная образовательная программа или ваша, собственно говоря, рабочая программа. Определяем те темы, да, курса из предметное содержание, по которым мы будем составлять задания. Вот определили мы предметное содержание. Затем мы смотрим в свою рабочую программу, да, и второй шаг мы определяем, значит, какой у нас будет базовый уровень заданий или повышенный. Отсюда мы смотрим. Если базовый, то выпускник научится, это базовый, то есть все должны освоить это. Высокий и повышенный, да, это выпускник получит возможность научиться. Ну и, наконец, третий, мы к этим вот планируемым результатам разрабатываем конкретные задания. Ну и четвертое, вот, собственно говоря, вы составляете некую таблицу, да, для себя. В таблице что отражено? Планируемый результат, что он должен, то есть требование научиться или получит возможность научиться. По элементам содержания, что вы берете? Ну, возьмем 8 класс по рельефу. Что они знать должны? Да? Взаимосвязь, допустим, форм рельефа с тектоническим строением, взаимосвязь тектонического строения, допустим, с минеральными ресурсами. Да? Ну и, собственно говоря, какие у нас задания. Ну и пятое, собственно говоря, когда у нас эта таблица появляется, мы с вами можем уже составлять контрольную работу. Еще раз говорю, что в данном тут написано тематическую, вы можете, я говорю сейчас все-таки в большей степени про итоговую контрольную работу. Вот у нас такая получается, вот, ну вот пример. Я делала, допустим, по климату России, вот у нас, да, у меня в программе это 8 часов, вот я вот это вот взяла. Теперь давайте посмотрим, что может получиться. Мне не жалко, могу подарить. Хочу обратить внимание вот еще, дорогие друзья, на что. Значит, в каждой образовательной организации есть некий локальный акт или приказ, где есть некая структура. Что у вас должно быть? Вот у нас в технологическом лицее, поскольку я сама составляла этот приказ, эти критерии, значит, что должно быть? Цель. Я зачем вот это вот провожу, правда? И ребенок должен знать. Так, дальше. Я должна ограничить время, сколько он пишет, 40 минут, может 90, как ВПР, например, в 10-11 классах. И дальше я разъясняю ребенку, из чего она состоит. Да? То есть он должен прочитать эту вводную статью и как они оцениваются, правда? Дальше у нас идет с вами текст контрольной работы. Вот опять же, да, что сложного? Взять вот это, например, это ведь я, насколько понимаю, содержание контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена. Господи, я больше ЕГЭ люблю. Значит, синаптическую карту, пожалуйста, вот вам часовые пояса, да, ну и, собственно говоря, вот хотя угадаек нет, но я считаю, что нужно дать возможность слабым ученикам, или так скажем, учащимся с пониженной учебной успешностью, да, значит, хотя бы выбор одного из 4, но вы же выберете разные, да, есть некая последовательность, есть на соответствие, а есть 4-й блок, например, вот, использовать. Определять. Вы ему дали, значит, некие цифровые данные, он должен описать, да, или на понимание. Значит, есть возможность, то есть вы считаете нужным, вы детям, допустим, можете создать задание, где он может пользоваться картой, да, но в своих детях я все-таки зоркость картографическую выявляю, я говорю, мы не просто так вешаем карты, открываем атласы, мы их запоминаем, мы мозг развиваем, да, вот вам 2. Теперь как выглядит? Вот они правильные ответы, а дальше вот он пошел, планируемые результаты, спецификация, что за тип заданий, можно написать уровень выполнения заданий, базовый, высокий, повышенный, да, ну и, собственно говоря, в какое количество баллов оценивается, ну и там, получается, выше были критерии, нормы оценки, да, вот это могу показать. 9 класс, правда, только содержание сама, да, вот, это вот кто вот видит, наблюдает, это, собственно говоря, из ВПР, да,
взято. То есть вот пожалуйста. Поэтому, дорогие коллеги, собственно говоря, мы на каждом уроке готовим ребенка к тому, чтобы он с успехом мог сдать основной государственный экзамен. Потому что вот меня так приучили, я своих учителей агитирую на то, что вот зачем мы просто так некие письменные работы составляем. Так вы возьмите, пусть это будет маленькая проверочная работа, где будет 2 задания из этого ОГЭ или из ЕГЭ. А про то, что определить по описанию субъект Российской Федерации или страну, это у нас просто, знаете, как устный счет в математике. У нас каждый урок, вот в 9, в 10 классе я играю. Детям это очень нравится, поверьте. Так что, если я была вам полезна, уважаемые коллеги, я очень рада. Поэтому успехов вам. Надеюсь, что была... А что это такое? Я ничего не закрываю. А вот, все. Полезно. Вот. Ну и слово предоставляю Наталье Владимировне, да, которая про текущие хотела контрольные работы проверочные Немного рассказать. Да, буквально. Я тоже могу. Секундочку, да? Дай там пока. Так, учитель географии. Да, школа номер 7. СОШ номер 7 города Сыктывкара. Матвеева Наталья Владимировна. Даем ей слово. Так, сейчас мы увеличим. Значит, существует система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы. И эта система, она, конечно же, направлена на достижение планируемых результатов. Контрольно-оценочная деятельность и система контроля освоения учебного предмета, она основана на разных видах контроля. Вот сегодня я хотела предложить несколько видов контроля и проанализировать эти формы контроля. Ну, например, мы проводим ежеурочный текущий контроль. После изучения отдельных тем тематический контроль. У нас имеются промежуточные работы, и конечным итогом является итоговый контроль, да, в виде итоговой аттестации. Существует проблема в школах с критериями оценки разных видов учебной деятельности. Это главная проблема, которая решается путем анализирования различных видов деятельности на уроке. Вот, например, основная деятельность на уроке – это устный ответ. Как оценивать устный ответ? Существуют разные критерии. Мы обычно используем 5-бальную систему. Отлично. Это когда учащийся обстоятельно с достаточной полнотой излагает подготовленный материал, демонстрирует владение темой, соблюдает ее границы, обнаруживает полное понимание содержания материала, излагает материал, на высоком уровне анализирует, использует, умеет работать. Хорошо, тут уже другие требования. Удовлетворительно. Требования, они сужаются до базового уровня. И, наконец, неудовлетворительная оценка – это когда ученик не знает большую часть материала, допускает грубые ошибки и так далее. Значит, есть работа с контурными картами. Она тоже используется практически на каждом уроке. И вот какие-то жесткие критерии оценивания, их тоже практически нет. Есть очень много вариантов оценивания таких работ в интернете, но вот каких-то жестких рамок не существует, поэтому мы как-то сами опираемся на свои знания, на свой опыт. Ну, контурные карты тоже, вот я предлагаю вам, вы можете посмотреть, как вариант оценивания. Дальше у нас имеются практически самостоятельные работы в большом объеме. Тут тоже я предлагаю разные критерии. Тестовая работа. Вот сейчас получила большое распространение проектная деятельность учащихся. И да, они требуют проектной работы. Она имеет место быть, она заложена в учебной программе. И мы тоже вот эти проектные работы должны оценивать. Вот они оцениваются в процентах. И уже путем
анализа всех критериев проектной работы мы выставляем отметку. Проблемные задания, их тоже очень много. Да, трудно очень проблемные задания оценивать. Да, и тоже вот такая схема оценивания, она имеет место быть. Здесь уже, видите, не пятибалльная система, а восьмибалльная. А некоторые работы, они, вот, например, как проектная деятельность, вернусь назад, она может оцениваться в пределах 100 баллов. Да, и уже вот эта разбаловка, она более конкретно помогает понять уровень подготовки учащихся. Да, его. Так, значит, вот еще есть такое понятие, как целеполагание, планирование. Ребенок должен уметь поставить цель, определить стратегию. Это тоже должно оцениваться, да, и тоже не пятибалльной, а восьмибалльной системой. Планирование, прогнозирование результатов деятельности, оценка результатов. Ну и в конце ребенок уже выполняет деятельность, она является уже продуктом, да, изучения, допустим, курса географии, и уже можно оценить и эту деятельность. Потом вот эта восьмибалльная система, да, переводится в пятибалльную. Да. Там даже вот сейчас в электронном журнале тоже заложена система оценки в баллах. Именно разные виды работы, они оцениваются разным количеством баллов. Такие итоговые работы, тематические работы, вот промежуточная аттестация, да, она оценивается выше, да, дается больше баллов, нежели вот такие простые виды деятельности, которые ребенок выполняет на каждом уроке. Вот, значит, давайте дальше. Сейчас я пройду немножко подальше. Вот у нас пошла коммуникативная деятельность. Это письменная презентация, это устная презентация, это монологическая речь. Это все мы должны уметь оценивать. Ответы на вопросы. Продуктивная коммуникация, работа в группе. Да, вот, казалось бы, маленький урок, 45 минут, и огромное количество разных видов деятельности, которые мы должны оценить. Да, времени нет, как же мы должны работать. Ну и в конечном итоге есть такое понятие в конце урока, это самооценка выполняемой работы. Вот ребенок работу закончил на уроке, да, и он должен сам себя оценить. Выполнил работу, используя учебник, 2 балла. Выполнил работу, используя только учебник, без атласа, 1 балл. Нет у меня на уроке ни учебника, ни атласа, 0 баллов. Ничего не сделал. Работа в тетради также, да, работа выполнена полностью, оценка 2 балла. И вот в результате складывается 4 балла 5, 3 балла 4 и так далее. Форма накопительная. Да, форма накопительной оценок. Это, конечно, очень долго все это делать. И сложно учителю, когда в классе 30 человек. Конечно, отработано. Если вот эти как бы бланки самооценки, они уже распечатаны и вклеены ребенку куда-то в тетрадь, или попросить родителей, чтобы они как бы организовали специальную тетрадь, распечатали им вот такой как бы план самооценки, то можно оценивать на каждом уроке ребенку самому себя, а там уже учитель будет оценивать отдельные виды работы, которые ребенок выполнял в течение урока. Ну вот самооценка может быть и практической работы, и самооценка выполнения работы на уроке и так далее. То есть вот таким образом мы можем работать и оценивать разные виды деятельности на уроке. Тем более вот в системе ФГОС обширная просто сфера разных видов деятельности, которые не должны быть незамечены учителем на уроке, которые мы должны обязательно оценить, и ребенок должен получить соответствующую отметку за все виды деятельности и умения, которые они умеют. Ну, у меня тоже все. Спасибо за внимание. Да. Данный материал будет размещен на портале «Открытое образование». Вы можете обратиться в методическую копилку по предмету география и применить в своей профессиональной деятельности. И на этом сегодня мы... А есть вопросы, есть какие-то вопросы? Да? Может, есть? У нас вот здесь не видно. Пока нету, да?
предложения. Ждем ваших предложений, ваших вопросов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До свидания.